Индекс промышленного производства Башкортостана по итогам 2021 года превысил десятилетнее среднее значение и стал 107,5%. Об этом объявил глава Башкортостана Ради Хабиров. Обсудим итоги прошлого года для промышленности республики вместе с министром Республики Башкортостан промышленности, энергетики и инноваций Александром Шильдяевым. Александр Николаевич, здравствуйте. Да, добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам на интервью. Итак, ключевые итоги 2021 года для промышленности Башкортостана, в чем они заключаются? Да, как вы уже отметили, индекс промпроизводства на 170,5%, то есть это выше среднероссийского на 2,2%. Практически все отрасли, которые у нас есть, это 20 из 29 видов, 21 вид, они у нас все превышены. По 4 отраслям допустили небольшое снижение, но это только такая конъюнктурная экономика. То есть здесь мы все контролируем, поэтому рост он есть, и это хорошо. То есть основное то, что мы в прошлом году запланировали, то есть это и по мерам поддержки, и по инвестпроектам, по реализации. В принципе, все реализовали, поэтому получили такой довольно-таки существенный рост. Если по итогам 2020 года, когда подводили, там у нас и коронавирус, и ОПЕК+, в этом году уже было, в прошлом году, как раз в 2021 было с этим попроще, поэтому результаты хорошие. О чем это говорит? В каком состоянии находится промышленность республики? Вот если 2020 год опять же брать, то есть ОПЕК+, произошло снижение добычи нефти, снижение как раз переработки углеводородов. И учитывая, что наша республика все-таки нефтехимическая промышленность направлена, поэтому здесь и допускали небольшое снижение. Говорят о том, что республика после коронавируса восстановилась довольно-таки быстро. После ОПЕК+, мы восстанавливаемся. То есть те показатели, которые были докризисные, мы их преодолели. Сейчас будем планомерно расти. Ну, кстати, сейчас цены на нефть, они высокие. Что радует нефтяные компании? Как это отразится на экономике Башкортостана? Ожидания? Именно по ценовой здесь, наверное, особо говорить не стоит. То есть, учитывая, что у нас много компаний нефтесервисных, в том числе, поэтому мы и ожидали, когда будет увеличена как раз нефтедобыча, нефтепереработка, увеличится инвестпрограмма наших нефтяных компаний, в том числе и Башнефти, и наши компании нефтесервисные будут работать. А здесь довольно-таки большое количество людей, это и налоги, и все это остальное. Мы слышим заявление, что экономика Башкортостана восстанавливается постепенно, несмотря на достаточно высокое до сих пор влияние пандемии. Как вы считаете, научилась ли республика противостоять этим сложностям? Да? Научились ли мы работать в пандемию? И вообще в целом, что самое главное можно назвать итогом вот за последние 2-3 года? Ну, если брать именно по пандемии, позапрошлый год мы, когда боролись, нужны были маски, костюмы. В прошлом году это уже не наблюдалось, так как мы с этим реально уже научились работать. Наши предприятия, которые даже закупали станки по маскам, они, в принципе, в прошлом году, наверное, уже простаивали, потому что большой уже был завоз, в том числе и медицинских масок. Но столкнулись с кислородом. То есть по итогам 2020 года, когда начиналась вторая, третья волна, и потребление кислорода в сутки было порядка 25-30. То есть мы производство предусмотрели так, у нас было 25-30 как раз производств кислорода в сутки в республике. В принципе, покрывали все это. В 2021 году, когда началась пятая волна, потребление дошло до 70 тонн в сутки. То есть наших мощностей не хватало. Здесь как раз и башкирская содовая компания подключилась, они резервную установку запустили. Белзан увеличил мощности. То есть, довольно тоже так оперативно все это сделали и вышли на производство где-то 55 тонн в сутки. Остальное, в принципе, смогли завозить. Сейчас, когда началась уже очередная волна, здесь радует, что все-таки потребления такого кислорода нет. И здесь мы с этим можем хотя бы быть спокойными. Но, опять же, люди уходят на больничный. То есть, понятно, на заводах, там, где у нас есть токари, сварщики, их на дистанционку не отпустишь. То есть, с этим проблемы есть, но попроще, чем в предыдущие, так сказать, пандемийные волны. Поэтому здесь справляемся. Вакцинация на предприятиях промышленности республики, как она идет, какие показатели вы видите, да, и как вы можете оценить вот эту работу? На одном из последних заседаний правительства, Андрей Геннадьевич как раз, мы еженедельно отчитываемся, наш курировший вице-премьер Рустам Хамидович Муратов. То есть, учитывая, что показатель за 90% вакцинации практически по всем нашим промышленным предприятиям, те, которые мы курируем. Поэтому сейчас мониторинг по вакцинации не ведем. Сейчас ведем мониторинг как раз по заболевшим, чтобы смотреть, есть где-то очаги, нет очагов. То есть, с этим стало попроще. Наши, в принципе, все крупнейшие предприятия, если брать Башнефть, УМПО, там, где более 20 тысяч работает на предприятиях, проблем таких не было. Больше проблем возникало со средними и мелкими предприятиями. То есть где-то руководство, может быть, недопонимало всю эту серьезность,
А когда начали уже показывать реальные результаты, что человек вакцинировался и болеет не так сильно, то есть и на собственном примере, в принципе, это дало тут как раз и определенный результат, что практически сейчас по 95-97% от подлежащих вакцинации все прошли. Мгм. Если мы продолжаем тему коронавируса, что еще актуальное сейчас происходит? Над чем работаете? По промышленным предприятиям не сказал, что по коронавирусу мы как-то отрабатываем. То есть те меры, которые они были приняты, они существуют, действуют. То есть кислород, маски, костюмы, то, что по нам идет, это в принципе отработали. То, что по вакцинации, в принципе, у нас у Фавита, если брать наши предприятия, 93% вакцины «Спутник Ви» они выпускают. То есть, ну, здесь все довольно-таки предсказуемо, все в рабочем порядке отрабатываем. Александр Николаевич, особая экономическая зона Алга. Мы периодически слышим новости. На что направлены действия республики сейчас? Да? Мы слышали, что не хватает порядка 600 работников для швейного производства. Как решаете эту проблему? И что еще находится вот на острие? Наша особая экономическая зона Алга в прошлом году, как раз в конце прошлого года, когда Раиль Фаридович выезжал в Москву, она была признана самой динамично развивающейся. То есть здесь Это хороший результат? Это очень хороший результат. То есть идет рейтинг от 0 до 10 лет существования особой экономической зоны. И учитывая, что у нас ее только 2 года, и мы стали по резидентам у нас наибольшее количество, то есть то, что уже предприятия 2 запустили в конце прошлого года, это довольно-таки хороший результат. То есть по кадрам. Действительно, по Алге у нас вот то, что запустили Аркаду, легкая промышленность. То есть по легковикам сегодня проблема это существует. Не зря вот как раз Минтруд здесь активно занимается и по переобучению, переквалификации швей. По Аркаде, я знаю, подбирали они там со всех ближайших районов, работа и сейчас продолжается. То есть, проблема будет решена. И сегодня тот год как раз объявлен год профессиональных образований, династий. То есть он как раз на это нацелен. Планируется большое совещание как раз с Раилем Фаридовичем, с профессиональными колледжами. То есть под его руководством будет проведено совещание. Здесь мы под каждый колледж, каждое конкретное предприятие уже подбираем именно те программы, которые нужны. Это и федеральный профессионалитет. Сегодня с УМПО отрабатываем машиностроительным колледжем. На следующий год мы планируем, что 5 уже предприятий. Это наши, возможно, там и колледжи горнорудные, то, что к Учелинскому ГУКу относится, и механические, ТУИМАЗы и НИФАС. Здесь будем отрабатывать. По кадрам сегодня проблема, она как бы стоит остро везде. УМПО 23 тысячи работающих, 2 тысячи уже не хватает. Хотя бы в прошлом году был дефицит в 1500. Производственный учебный центр, который запустили, то есть это опять же из-за этого, чтобы как раз подбирать, обучать, переобучать кадры. То есть то дуальное образование, которое есть. Сейчас Ростех принял решение такие центры масштабировать по России. Поэтому это сегодня одна из таких проблем, но которую будем решать. С чем связываете дефицит кадров? Ну, отчасти вот мы не так давно разговаривали с главой администрации Гордиенко, Мишкинский район. Вот. Открывается новое производство. То есть нужно порядка 100 человек, чтобы расшириться. Люди не идут. Особенно женщины, которые находятся в сельской местности. То есть та поддержка, которая сегодня есть по семьям с детьми, то есть где-то по зарплате практически аналогично. Зачем идти работать, когда можно на эти субсидии, не субсидии, а на дотации. То есть одна из таких проблем. По вахтам есть у нас случаи, когда уже и остаются работать на заводах, то есть не уезжают на север. Но стараемся отрабатывать. То есть не сказать, что так по кадрам эта проблема возникла сейчас, то есть производство развивается, то есть становится больше высокотехнологичных, то есть где-то зарплата выше, люди переходят. Там, где люди перешли, надо подбирать опять новые кадры. Конкуренция среди работодателей? Конкуренция среди работодателей сейчас очень высокая. Поэтому Раиль Фаридович вот на всех промышленных часах наших, которые есть, он говорит, то есть создайте достойную зарплату, люди к вам придут. И если коротко, международное сотрудничество, какие перспективы здесь у Башкортостана, на ваш взгляд? Сегодня международное сотрудничество у нас такое в активном фазе, то есть несмотря на коронавирус, Казахстан, Узбекистан, то, что сегодня вот отрабатываем, Турция, довольно-таки активно вот проводим совещания. По Узбекистану, то есть никогда на него как бы не смотрели, но зашли к нам тоже партнеры сейчас Газресурс, то, что делает ГНКС, в Учелах строят новый завод, и мы к ним съездили не так давно как раз в командировку. Хотят вкладывать газобаллонный оборудованный завод, то есть, готовы активно сотрудничать не только совместно с предприятием, но и вкладывать средства именно в республику. Казахстан.
То есть наша башкирская содовая компания, крупнейший проект ведет с Объединенной химической компанией Казахстана. Есть дорожная карта, есть сегодня план мероприятий, по которым двигаемся. Сейчас разработается предТЭО, то есть там будет все-таки это реализовано. Планируются большие визиты у нас в марте под руководством Радия Фаридовича, в мае в Узбекистан, Турция готовится. По Турции довольно-таки активно у нас турецкие инвесторы сегодня прорабатывают. То есть, опять же, когда они приезжают, показываем, первый готовый бизнес, тот, который сегодня Русджам и ФЕС уже существует, чтобы они заехали, реально там проговорили. Ну и строительные Стоит компании. сюда, не стоит, да, заходить. И сегодня у нас прорабатывается ряд таких крупных проектов, которые будут, я думаю, реализованы. Это и индустриальный парк Уфимск, который запустили в прошлом году, и в особой экономической зоне Алга. То есть здесь активно у нас это, международная такая политика идет. Ну и плюс наши форумы, которые в этом году будут, то есть начиная с марта месяца, Координационный совет и первый международный промышленный форум, который хотим делать. Туда сейчас мы готовим как раз и Белоруссию, и Казахстан, Узбекистан. То есть это на уровне Министерства промышленности, чтобы были, и предприятия, те, которые сегодня готовы заходить в республику. Либо где-то что-то им мешает, либо не знают о нашей республике, мы это все покажем. Далее у нас идет 90-летие первой башкирской нефти. Будет крупнейший 30-й уже газовый форум «Газнефтехнология». В сентябре планируем как раз большую химию провести именно в Ишимбае, там, где у нас была первая нефтяная скважина. В июне едем на Инопром в Екатеринбург, там, где будут подводиться опять итоги эффективности, рейтинг эффективности промышленной политики. В октябре в Питере газовый форум, где у нас АЛ-41СТ будет уже презентован двигатель. То есть крупнейший проект, там подписали соглашение в прошлом году, движение идет. Ежеквартально рассматриваем на межведомственной комиссии с «Газпромом». То есть, планов много, и в том числе международная повестка у нас насыщена. Спасибо большое, Александр Николаевич. Сегодня нашим гостем был Александр Шильдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан. И мы обсудили самое актуальное в отрасли. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.